Эту пресс-конференцию представители госорганов и активисты посвятили кампании «100 дней против торговли людьми». Отсчет начался именно сегодня. Как рассказали участники, эта проблема для Кыргызстана насущная, ведь в стране миграция не регулируется. А это прямым образом сказывается на том, что люди попадают в сети авантюристов. Они соглашаются на любое приглашение о работе, которое кажется им выгодным. В результате нет ни денег, ни телефона, ни документов. В Москве проведены ряд встреч с представителями российских диаспор, кыргызских диаспор в России по выработке совместных решений и намечены определенные задачи, которые следует выполнить. В этой связи нами установлены очень тесные взаимодействия с представителями кыргызстанских диаспор за рубежом. Большинство из них на сегодняшний день назначены общественными представителями Кыргызской миграционной службы в Российской Федерации. Мы намерены дальше продолжать этот опыт и будем его сперва обрабатывать на территории Российской Федерации. Дальше, после успешной апробации, эту идею мы продвинем уже и на другие страны, где наблюдается большое скопление наших мигрантов. Информационная кампания «100 дней против торговли людьми» пройдет по всей стране с 10 сентября по 10 декабря. Лозунг этой акции «Молодежь поддерживает». Так как чаще именно молодые люди, отмечают организаторы, становятся жертвами торговли людьми. На эту категорию акция и направлена. В прошлом году в кампании приняли участие более 10 тысяч участников. В этом году, возможно, их будет и больше. За 100 дней по всей стране пройдут различные мероприятия. Мы прошли тренинги, обучающий процесс в июле месяце, и по этому плану мы уже разработали тот план мероприятий, где будет в каждом регионе проходить. И у нас на данный момент в Чуйской области также будут проводиться интеллектуальные, спортивные мероприятия, именно направленные на повышение информационной, более информированности именно молодежи. Той категории риска молодежи, где именно проявляются такие вот моменты торговли людьми и вот такие миграционные вопросы. В прошлом году по Кыргызстану по факту торговли людьми было возбуждено 4 уголовных дела. Из них 2 по продаже младенцев. Жертвами были признаны 7 человек. Конечно, делится в миграционной службе, эта цифра не отражает всей картины. К примеру, Международная организация труда приводит совсем другие данные. За 5 лет пострадали 560 человек. К тому же выявить преступника довольно трудно. Данный вид преступления является особо тяжким, и собрать доказательную базу без непосредственного участия самой жертвы торговли людьми представляется очень трудно. Само преступление зачастую происходит на территории иностранного государства, и жертва торговли людьми не всегда идет на контакт. Особенно это по фактам сексуальной эксплуатации. Девушка никогда не придет и не расскажет о своем статусе пребывания, и то, что она стала жертвой сексуальной эксплуатации. Это характерность менталитета, кыргызского менталитета. Как говорят специалисты, пострадавшие из Кыргызстана от торговли людьми часто оказываются не только в России, Казахстане, также в Турции и в Эмиратах. И внутри республики это явление также имеет место быть. В июне этого года в соцсетях начали распространять вот это видео. Призыв о помощи был начертан на резинке от брюк. Жительница города Тарас увидела надпись, когда распорола штаны, купленные для дочери в Каратае. Юзеры предположили, что речь идет о селе Лебединовка Чуйской области. Анастасия Соболева, Бакыт Кошалиев, НТС.